Главные события уходящего вторника, 5 ноября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. Пуск ракеты «Союз» состоялся с космодрома «Восточный» в Амурской области. 5 районов Якутии попали в зону падения частей ракетоносителя. Там уже работают специалисты. В республике минимальный размер оплаты труда увеличится. Расскажем, как изменится данный показатель и для каких категорий граждан. На прилавках рынков и магазинов в Якутии с началом сезона забоя появляются свежие говядина, жеребятина и свинина. Наша съемочная группа знает, во сколько они обойдутся. Школа здоровья. Жители Нижнего Куранаха на встрече с врачами узнали, каких правил необходимо придерживаться при сахарном диабете. Калейдоскоп талантов. Именно под таким названием в столице республики состоится открытый фестиваль пианистов. Он соберет лучших музыкантов со многих регионов страны. Сегодня успешно проведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома «Восточный», на борту которого находились 2 крупных спутника для мониторинга ионосферы Земли и 53 малых аппарата, включая 2 спутника из Ирана. Районами падения отделяемых частей ракеты стали Алданский, Вилюйский, Верхневилюйский и Алекминский. В Вилюйском районе уже проводятся облеты в местах возможного падения ступеней ракетоносителя. Сегодня после полета ракеты начала группа работу в лице представителей Роскосмоса, ЦНК, НПО машиностроения, Министерства экологии и местной администрации. На сегодняшний день произведены облеты территории падения фрагментов и взяты пробы анализов. Работа продолжается, пока фрагменты не найдены. Пункт отбора на военную службу по контракту в Якутске ведет свою работу по отбору граждан на военную службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Ежедневно по вопросу поступления на военную службу по контракту пункт отбора посещает большое число граждан. Как говорят сами кандидаты, ими движет патриотизм и желание помочь своим соотечественникам. Министерство обороны обеспечивает всем необходимым, также ежемесячное денежное довольствие может достигать 400 тысяч рублей. После заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации выплачивается единовременная денежная выплата от 1 миллиона 400 тысяч рублей, из которых 400 тысяч рублей от Министерства обороны Российской Федерации и 900 тысяч рублей от Республики Саха-Якутия, и еще 100 тысяч рублей от городского округа город Якутск. Кандидаты могут прийти на консультацию лично в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу город Якутск, улица Чапала, 23, в любое удобное для них время. Также проконсультироваться можно по телефонам 8 41 12 32 10 40. В Якутии минимальный размер оплаты труда в следующем году увеличится на 16,6%. Для работников организаций, финансируемых из государственного бюджета, при условии максимальной северной надбавки, это 80%, МРОТ составит в районах с районным коэффициентом 1,7 – 56 100 рублей, в районах с районным коэффициентом 2.0 – 62 832 рубля. Для сотрудников организаций, предприятий внебюджетного сектора, а также финансируемых из федерального бюджета, МРОТ должен быть не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В следующем году в республике этот показатель составит 29 187 рублей. На прилавках рынков и магазинов Якутии с началом сезона забоя появляются свежие говядина, жеребятина и свинина. Наша съемочная группа прошлась по крестьянскому рынку в Якутске, чтобы узнать, в какую стоимость обойдется мясо. Даяна Федорова расскажет подробности. С наступлением холодов в Якутии начался сезон забоя скота. Для многих якутян это долгожданное событие, ведь все запасаются мясом на зиму. На крестьянском рынке огромный выбор мяса и цены тоже разные. Например, говядина стоит от 800 до 1200 рублей, а цены на жеребятину варьируются до 2000. В ассортименте предлагается и фарш от 500 рублей за килограмм. Цены на молодняк оцениваются в районе 800–1200 рублей. За суповой набор придется отдать 400. Большой популярностью зимой у покупателей пользуются и караси. Их стоимость варьируется от 350 до 450 рублей за кило. В таком же ценовом диапазоне ряпушка. Я вижу, мясо здесь дорогая очень, конечно. Вот говядина лежит, задняя часть до 1200 рублей доходит.
конечно, крестьян поддерживаю, потому что это трудная работа, чтобы скотину держать. Фарш и мясо, в принципе, нормально. Ну, конечно, дороже, чем в прошлом году, но... В прошлом году практически такая же цена была. Кита, например, это морская же рыба, это издалека везут. А наша местная рыба 600 рублей стоит, 650. Это недорогая рыба, но она по качеству не уступает морской рыбе. Рыбу привозят в том числе из Устьянского, Булунского и Алайховского улусов, как баржами, так и авиационным путем. Как отмечают продавцы, цены возросли, но поток покупателей от этого ничуть не уменьшился. Ну, рыба подорожала, конечно же, потому что у рыбаков тоже все подорожало. И сети, и бензин, и запчасти на бураны, все это тоже подорожало. Поэтому они вынуждены и поднимать цену, и нам тоже давать ее дороже. Недорогие рыбки, окунь, сорога, у них тоже эта же цена осталась. У морской рыбы цена тоже осталась та же. Вот, например, с Магадана, с Владивостока рыба. За арктический чир на рынке попросят до 1500. Есть также филе семги за 2300 рублей. Также прилавки заполняются субпродуктами. Это язык, печень и кровяная колбаса. Местная продукция из года в год продолжает пользоваться большим спросом горожан. Ведь, несмотря на повышение цен, качество остается в приоритете. Таяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Врач-травматолог-ортопед из Санкт-Петербурга проведет осмотр детей в арктическом районе Якутии. Махмуд Познович посетит Момский район в составе мобильных докторов. Отмечу, что многопрофильная детская бригада посетит все населенные пункты района, а Махмуд Познович проведет первичный осмотр детей и отбор профильных пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Сахарный диабет – это заболевание, которое требует постоянного контроля. Об этом сотрудники больницы поселка Нижний Куранах напомнили пациентам в рамках школы здоровья. Встреча включила комплексное обследование, информационную лекцию и консультации специалистов. О чем необходимо помнить и каких правил придерживаться, узнали наши корреспонденты. Какие процессы происходят в организме при сахарном диабете и каких правил необходимо придерживаться? Массу актуальной информации пациенты больницы Нижнего Куранаха узнали в школе здоровья. Практические рекомендации гражданам дала врач-эндокринолог Алданской ЦРБ. Здесь, конечно, мы прежде всего говорим о правильном питании, о подсчете хлебных единиц, о регулярном контроле сахара в крови, холестерина крови, да, ну и всех анализов, которые входят в рамках профилактических осмотров. Сахарный диабет – это хроническое заболевание. Оно неизлечимо, но при соблюдении ряда правил человек может жить полноценной жизнью. Надежде Молчановой пришлось узнать о патологии немало на собственном опыте. Диагноз женщине был поставлен более 10 лет назад. Сведения, полученные в школе здоровья, Надежда Николаевна нашла полезными. Для себя я узнала, в общем-то, много полезного. Я читала брошюру, но как бы очень внятно, понятно, доходчиво объяснили все. Я, например, очень довольна. Тематические встречи в больнице Нижнего Куранаха проходят дважды в месяц. В этот раз в школу здоровья пришли пациенты, которым диагноз сахарный диабет был поставлен менее 3 лет назад, а также граждане, редко посещающие врача. Наряду с лекцией слушатели могли сдать анализы и пройти обследование. И следующая часть нашего сегодняшнего мероприятия Дня открытых дверей будет посвящена проблемам и осложнениям, которые вызывают сахарный диабет у пациентов. Это, конечно, сложные, грозные осложнения, да, и потеря зрения, и заболевания почек, а также поражение сосудов нижних конечностей. Медработники напомнили гражданам о том, что сахарный диабет требует постоянного контроля. Сегодня распространенность этой патологии представляет проблему глобального масштаба. Из года в год количество больных увеличивается. На учете у врача-эндокринолога Алданской ЦРБ состоят порядка 1500 пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Первым симптомом является сухость во рту, постоянная жажда, сухость кожи, может снижаться зрение. Для этого нужно обратиться к терапевту и сдать анализ крови на глюкозу. Одним из осложнений сахарного диабета является диабетическая стопа. Нарушение ее структуры опасны образованием язв и развитием некротических процессов. Еще одним уроком в школе здоровья стала встреча слушателей со специалистами-подологами.
И наша задача в этом случае научить человека правильно ухаживать за своими стопами, предотвратить развитие возможных осложнений на стопах и также решить уже имеющиеся проблемы, которые есть у каждого человека и которые могут появиться на протяжении жизни. Тема школы здоровья сотрудниками больницы Нижнего Куранаха была выбрана не случайно. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. Медработники призвали каждого вспомнить о важности ведения здорового образа жизни и о мерах профилактики, которые позволят уберечься от неизлечимого недуга. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах. В связи с объявлением 2024 года, годом семьи в Нерюнгринском районе, реализуется ряд мер в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. О них подробнее, а также о главных событиях минувшей недели в Нерюнгринском районе узнаем из дайджеста наших коллег. Добрый день! В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых и интересных событиях прошедшей недели в столице Южной Якутии. С вами Екатерина Павлова. В Нерюнгри планируется строительство приюта для животных. Это важный шаг к решению острой проблемы. В настоящий момент контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство приюта заключен с компанией «Якут-Индустрия». Срок исполнения данного контракта – 25 декабря текущего года. Конструктивно сам приют будет состоять из 4 частей. Авиасцетийный блок с небольшими вольерами для кошек, 2 одинаковых блока с вольерами для собак и отдельно стоящее здание изолятора карантина. Вместимость проектируемого приюта составляет 149 животных. Согласно предоставленной информации от подрядной организации, к концу октября планируется завершение всех необходимых разделов по проектированию и начало работ по составлению сметной документации. Ориентировочная дата сдачи проектно-сметной документации на прохождение государственной экспертизы 5-10 ноября. Более года в Нерюнгри работает программа «Защищенный город». В ключевых точках города и общественных местах установлено видеонаблюдение с выводом на общий городской пункт, находящийся в ведении акционерного общества «Лифт-ремонт», подведомственного администрации города. Установка видеокамер по городу была согласована с правоохранительными органами. В первую очередь постоянным наблюдением обеспечены места частого пребывания людей, дворы многоквартирных домов и общежитий, темные зоны, там, где по статистике МВД наиболее часто бывают криминальные проявления. Программа помогает обеспечить безопасность жителей и гостей Нерюнгри. Видеокамеры производят круглосуточную видеозапись, которая сохраняется в цифровом виде. При необходимости по запросу компетентных органов любая видеозапись событий может быть предъявлена для изучения. Первый и второй этап выполнены у нас сейчас, 23-24 год. То есть установлено более 160 камер. Примерная зона покрытия составляет у нас города 75%. Третий этап у нас составляет еще 80 камер. Это 25-й год реализации. То есть программа будет закончена, реализована в полном объеме. В связи с объявлением 2024 года годом семьи в Нерюнгринском районе реализуется ряд мер в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Это и единовременная выплата семьям, вступившим в брак от 25 до 30 лет, выплата семьям, отметившим в этом году 50-летие совместной жизни, а также и единовременные выплаты матерям, дети которых зачислены в 1 класс. Таких в этом году в Нерюнгринском районе около 800. Кроме того, мы предусмотрели выплаты для беременных женщин, которые выезжают для обследования в город Якутск по показаниям медицинских учреждений. И кроме этого, мы продолжили реализацию тех мер, которые у нас были заложены ранее. Это акция новому жителю Нерюнгринского района, которая предусматривает выдачу наборов первоочередных вещей и атрибутов для новорожденных. Это выдача комплексов витаминов для женщин, которые встали на учет по беременности и родам. Мы продолжили оплату проезда для малообеспеченных студентов, которые обучаются здесь, на территории Нерюнгринского района, и посещают эти учреждения из других поселков. Меры социальной поддержки предоставляются различным категориям граждан. В Нерюнгринском районе на постоянной основе идет большая работа по оказанию помощи нуждающимся в ней, как материальная, так и нематериальная. Особое внимание многодетным.
Так, один из родителей многодетной семьи может подать заявление о назначении льготы в виде выплаты в размере 30% от начисленных жилищно-коммунальных услуг. Для получения льготы необходимо подтвердить статус многодетной семьи, а также оплату услуг ЖКХ за прошедшие 12 месяцев. Льгота предоставляется в виде ежемесячной выплаты в размере 30% от расходов за коммунальные и жилищные услуги, в том числе за твердое топливо, за наем по договору социального найма, за взносы за капитальный ремонт. Как назначается выплата? Это по заявлению одного из родителей многодетной семьи. Заявление подается один раз в год. Выплата назначается с месяца обращения сроком на 12 месяцев. Перечисление производится ежемесячно на счет заявителя карты жителя Якутии. Еще одна категория повышенного внимания – инвалиды. Кроме пенсии, льготных лекарств, средств реабилитации и многого другого, работает такая мера помощи, как социальный контракт. Ей могут воспользоваться граждане, имеющие инвалидность трудоспособного возраста, прошедшие трудовую реабилитацию, либо профессиональное обучение. Сумма поддержки до 500 тысяч рублей. Направлена на развитие своего дела личного, либо развитие личного подсобного хозяйства. Для того, чтобы воспользоваться данной поддержкой, гражданин должен иметь доход ниже величины, полуторакратной величины прожиточного минимума 34 300 рублей и предоставить нам бизнес-план. Также управлением соцзащиты организована работа школы ухода за пожилыми и инвалидами, утратившими способность к самообслуживанию. Задачами школы ухода является обучение практическим навыкам всех людей, которые осуществляют уход. Обучение качественному и безопасному проведению процедур по уходу. Профилактика осложнения в результате неправильного ухода. Организация домашнего пространства. Правильное использование дополнительных технических средств реабилитации. И обучение психологическим аспектам, которые связаны с уходом за такими людьми. Обучение проводится в дистанционном формате. По словам специалистов и жителей района, востребованность в выпускниках этой школы довольно высокая. Дело в том, что у меня тоже больная мама, ей нужен уход. И вот такая школа, как вот сейчас открывается, я думаю, она в дальнейшем поможет и людям, и окружающим, то есть в помощи пожилым, которые нуждаются именно в помощи. Я поэтому сюда и пришла за помощью. По словам специалистов управления социальной защиты, в городе очень остро стоит вопрос социального такси для маломобильных граждан для посещения медицинских и социальных учреждений. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи! Лучшего учителя начальных классов «Ивет» в Якутске. Городской профессиональный конкурс «Первый учитель», посвященный Году семьи в России и Году детства в республике, начался на базе школы номер 39 в столице. Цель – выявить и поддержать, и самое главное – поощрить передовых школьных учителей начальных классов, распространить их педагогический опыт и повысить престиж труда учителя. Конкурсантам в течение недели предстоит провести открытые уроки, внеурочные занятия на тему «Семья», а финалисты примут участие в заключительной пресс-конференции. В этом году профессиональный конкурс проводится во второй раз, и за звание лучшего педагога будут бороться 28 учителей начальных классов школы Якутска и пригородов. Участницы здесь действительно очень достойные. С некоторыми из них мы уже знакомы, тоже участвовали в конкурсах. Но я считаю себя тоже достойным участником, и я постараюсь в процессе всего конкурса показать себя с лучшей стороны. Всегда такие конкурсы дают для педагога именно рост в профессиональном плане, потому что конкурс – это всегда профессиональный диалог. Для этого мы и проводим такие конкурсы, чтобы наши учителя вышли за пределы своей школы и именно показали, как и над чем они работают. Студенты Якутского колледжа культуры и искусств организовали патриотический концерт «Гордость России». Военно-патриотический проект проводится во второй раз в память выпускника колледжа, который героически погиб во время исполнения своих воинских обязанностей. Талантливые ребята из отделения эстрадного пения, музыкального и звукооператорского мастерства исполнили песни военных лет, а также произведения современных композиторов. Почетными гостями мероприятия стали участники специальной военной операции, ветераны боевых действий. Отмечу, что коллектив колледжа и студенты задействованы в волонтерских движениях с начала специальной военной операции.
Делаем вклад свой небольшой ради победы. И именно такие тематические, патриотические мероприятия помогают осмыслить и призывают к действию, к любви, к родине. Ведь будущие работники культуры, они и мы тоже являемся, как раньше говорили, бойцами невидимого фронта. Калейдоскоп талантов. Именно под таким названием в столице состоится открытый фестиваль. Пианисты детской школы искусств номер 2 активно готовятся к фестивалю. Каждый день плотно занят репетициями, ведь выступление будет перед преподавателем Центральной музыкальной школы Москвы. Подробности расскажем в следующем сюжете. Токкату Поля Мария исполняет ученик детской школы искусств номер 2 Нюргун Тараховский. Именно эту композицию он представит на фестивале. По регламенту участники должны исполнить одно произведение якутского композитора и одно на свой выбор. Поэтому Нюргун решил выбрать в качестве второго произведения прелюдию якутского композитора. Токката – это произведение резкое, а вот прелюдия, она красивая, мелодическая и плавная. Я занимаюсь пианино где-то 5 лет. Я выбрал этот инструмент, потому что он мне очень понравился и красиво звучит. Одной из учениц кузницы творческих талантов является Анна Ефремова. Она также покажет свои навыки на фестивале. Анна исполнит произведение якутского композитора Гранта Григоряна «Кукушка», а также композицию Петра Чайковского «Новая кукла». Во многих песнях и мелодиях фортепиано звучит. И заметила, что оно очень красивое звучит. И мне как-то запал в душу этот инструмент. И я немного пошла по маминым стопам. Она мне тоже играла на фортепиано. Фестиваль «Калейдоскоп талантов» проводится в честь знаменательного события. 8 ноября отмечается День пианиста. Главная цель фестиваля – повышение уровня исполнительского мастерства участников. Фестиваль охватывает несколько видов работ. Это конкурс юных пианистов, это научно-творческая конференция. Пройдут также в рамках фестиваля мастер-классы. Самым главным нашей гордостью, достижением является то, что вот уже 8 ноября рано утром, в день проведения, в день открытия фестиваля к нам прилетает Наталья Викторовна Богданова. Фестиваль стал доброй традицией, собирающей юных музыкантов и творческих людей не только республики, но и из регионов России. Пианисты полны энтузиазма и готовы подарить зрителям незабываемые музыкальные воспоминания. Власий Сергеев, Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В Якутске состоялась премьера спектакля «Дневники Джиду Кришнамурти» инклюзивного театра «Алгыз». Композиция медитативная, по ощущениям после прочтения дневников Джиду с использованием отрывков из этих дневников. Спектакль сопровождается живым вокалом и музыкой, ну а сама постановка ориентирована на зрителя старше 6 лет. Главные роли исполняют дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня мы хотим представить зрителям, нашим зрителям, премьеру по материалу «Дневники Джиду Кришнамурти». Называется Джиду Кришнамурти – это духовный учитель человечества, индийский философ. И по его дневникам мы сегодня поставили наш очередной спектакль. Наш театр был основан в 2019 году на базе театра-студии «Маленький принц», который был основан нами в 2012 году при благотворительном фонде «Харсхал». Входят ребята с инвалидностью и без инвалидности. Даже у нас есть профессиональные актеры. И мы вместе работаем, творим. Якутская «Заря» готовится к матчам 4-го тура чемпионата России по футзалу среди команд высшей лиги. Подопечные Олега Марченко недавно провели выездные игры и вернулись в Якутск, где и приступили к тренировкам. За ходом подготовки якутян следил Тимур Колмогоров. Тренерский штаб «Зари» уже не первый год делает ставку на воспитанников якутской школы футбола. В нынешнем составе выступают как те, кто уже имеет опыт выступлений в высших дивизионах, так и те, кто проводит первый профессиональный сезон. В их числе выпускники игр «Дети Азии». Команда наша сплоченная, сильная. Все тренируемся. Команда молодая, но в будущем можем конкурировать за почетные места. Из местной команды, думаю, по всей России известная. У меня честь выступать за такую команду.
Якутский клуб выступает в дивизионе «Восток», где борьбу за медали по круговой системе ведут 15 ведущих клубов. Матчи проводят как дома, так и на выезде. На старте сезона в активе якутян пока одна победа. Сейчас был выезд, недавно приехали, 7 игр у нас было за один выезд. Выступили, наверное, не успешно, но вот сейчас через 2 дня вылетаем в город Тюмень, чтобы сыграть тоже 2 игры с Тюменью и с Южным Уралом. Мы не сдаемся, я думаю, что еще у нас все впереди. Чемпионат только начался, и я думаю, мы покажем на все, что мы способны. В составе «Зари» в текущем сезоне выступают опытные якутские футболисты, за спиной которых не один сезон высшей лиги. В период паузы они выехали играть в чемпионате России по футболу 8-8. На днях они присоединятся к товарищам и отправятся на следующий выездной матч. Немножко еще усилились нашими, можно сказать, ветеранами. Это Афоня Федоров, Джулус Пестряков, Роман Сивцев и Мохов Вадим. Вот ими усилились. Ну, не знаю, посмотрим в конце сезона, что мы наиграли, что мы можем. Ну, так у ребят глаза горят, играть хотят. И вообще ажиотаж большой, и желание у них большое играть в футбол и заниматься этим видом спорта. Уже в эту субботу якутяне будут в Тюмени, где в рамках 4-го тура сойдутся с игроками дубля местного клуба. Затем на этом же паркете на следующий день встретятся с футболистами челябинской команды «Южный Урал». Тимур Калмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.